Пак Владимир. Пак Владимир, да? Верно. Мгм. Так, Так, вопросы люди люди понаотправляли, их очень много, поэтому, наверное, начнем озвучивать, уже да? озвучивать, да? Хорошо, давайте. Мгм. Может, вы вначале Может, вы вначале представитесь представитесь для наших для зрителей? наших зрителей? Меня зовут Владимир Пак, я лор-врач по специальности. До нынешнего года работал в Национальном госпитале, на данный момент в частной клинике работаю. Но вот в связи с эпидемией коронавирусной инфекции последние почти 2 месяца больше занимаюсь и консультирую пациентов, у которых есть симптомы ковида. Мгм. Отлично. Отлично. Ну что, приступим, да, к Ну что, вопросам? приступим, да, к вопросам? Хорошо, давайте начнем. Первый вопрос. Первый Как вопрос. лечить Как больного с лечить COVID? больного с COVID? На самом деле вопрос, казалось бы, очень банальный, простой, но в то же время хорошо изученный, потому что сейчас очень много людей, и врачей, и не медиков занимаются этим вопросом, но в то же время он остается актуальным, потому что лечить надо не шаблонно, как у нас зачастую это происходит, а подход желательно, чтобы был индивидуальный, да? Ну и, соответственно, лечить желательно в зависимости от степени тяжести. Если это легкое течение, то лечение чисто симптоматическое. При средней тяжести допускается добавление определенных лекарств, например, это парацетамол при повышении температуры, либо ибуфен, у нас есть в стране ультра в таблетках. Мгм. И первые 5 дней нежелателен прием антибиотиков. Мгм. Вопросов так много, Вопросов наверное, так много, наверное. будем, да, отвечать? Будем, да, отвечать? Простите, как? Вопросов у нас много, Вопросов у нас много, поэтому, наверное, постараемся вот постараемся вкратце, быстро, да, отвечать, чтобы Хорошо. Пишут, что меня Пишут, немного что меня слышно. немного плохо слышно. Эхом, да, отдает мой голос? Эхом, да, отдает мой Да, голос. сейчас нет. Вот перед этим было. А так нормально? А так нормально? Я вас хорошо слышу, сейчас без эха. Так, Так, мне кажется, все. мне кажется, Проблему все. Проблему устранили. устранили. Второй вопрос. Второй вопрос. Расскажите про Расскажите алгоритм лечения легкой степени с COVID. При легкой степени лечение должно быть чисто симптоматическое, поскольку на сегодняшний день именно этиотропного противовирусного лечения доказанного нету эффективно, поэтому прежде всего это домашний режим, обильное теплое питье должно быть. При першении в горле допускается прием каких-то антисептиков. Если есть боли или ломота в теле, то тот же самый ибуфен мы можем использовать. И не надо сбивать температуру, если она ниже 38. Не надо сбивать? Не надо сбивать? Нет. Нет Необходимости. Понятно. Так, у нас третий вопрос. Как лечить Как больного лечить со больного средней со средней тяжестью с COVID-19? COVID-19? Средняя тяжесть – это обычно, когда более сильные боли в теле, температура может подниматься выше 38, и может быть кашель, но не должно быть одышки. Также питье должно быть обязательно, и уже я думаю, что при средней тяжести необходимо добавление таких антиагрегантов, например, салициловая кислота. Тромбопол можно, например, пить по 75 или по 150 миллиграмм вечером после еды. Единственное, необходимо помнить, что тромбопол можно принимать только если нет проблем с желудком, и нет месячных, если это девушки. Так, Антибиотики секундочку. также обычно не показаны. Тут говорят, что меня плохо слышно. В чем дело? Я не могу понять. Я сейчас вас хорошо слышу достаточно. Можно погромче, тут говорят. Мой голос эхом отдает, а вас немного плохо слышно. Отлично, говорят. Я постараюсь говорить погромче тогда. Хорошо. Так, следующий вопрос. При каких симптомах нужно обращаться к врачам? К врачу желательно обращаться, если имеется температура, которая плохо сбивается,
даже ибуфеном или парацетамолом. Если одышка нарастает, кашель становится очень сильный. Ну и желательно обращаться людям, которые находятся в группе риска. Это люди старше 60 лет, а люди, у которых имеется сахарный диабет или избыточная масса тела, да? М, Либо другие серьезные сопутствующие заболевания. мгм. Мгм. Вам же сообщения Вам не же видны, да? сообщения не видны, да? Нет, Или нет? поэтому желательно зачитывайте, пожалуйста. Так, Так, тут пишут эхо. тут пишут эхо. К сожалению, у меня К наушников сожалению, у меня нету. наушников нету. Но я думаю, Но я меня самое думаю, главное слышно, меня самое если даже главное эхом слышно, отдает. если даже эхом отдает. Ну вот, с моей стороны я почти не замечаю эхо. Мгм. Мгм. Главное, врача слышно. Главное, Главное, врача тут слышно. Главное, тут вы. вы. Спасибо. Мгм. Так, Мгм. пятый вопрос у нас. Пятый вопрос у нас. Зачем нужен Зачем пульсоксиметр? нужен пульсоксиметр? Ну, действительно, вот именно при коронавирусной инфекции пульсоксиметр очень желательный, даже желательно, чтобы он был в каждой семье дома в наше время, поскольку это очень простой метод, но достаточно точно показывающий состояние больного, и при ухудшении можно легко заметить, ухудшается состояние или нет. Пульсоксиметр, он определяет сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. Благодаря ему мы можем определить, сколько кислорода у человека в крови. И если имеются проблемы с легкими, то сатурация будет снижаться. Такой очень важный критерий, по которому человек дома самостоятельно может отслеживать свое состояние. Понятно. Понятно. Так, Так, что такое что такое сатурация? сатурация? Сатурация вот как раз таки это насыщение крови кислородом, да? Если образно говоря, то сколько кислорода находится в крови в данный момент. В норме это выше 93, это считается легкая степень. Если ниже 93 она снижается, то уже необходимо консультироваться с врачом. Если снижается ниже 90, тогда уже необходимо вызывать скорую, либо обращаться экстренно. Понятно. Понятно. Почему нужны Почему нужны антиагреганты? антиагреганты? Да, действительно. Антиагреганты нужны нам и антикоагулянты как никогда. То есть раньше при вирусной инфекции, при гриппе мы их не использовали, но коронавирусная инфекция имеет такую особенность, что при ковиде резко сгущается кровь. Образуются микротромбы не только в легких, на самом деле они могут образовываться и в сердце, и в головном мозге, и в любой ткани тела. И антиагреганты в данном случае это тот же самый тромбопол. Он предотвращает образование тромба и облегчает течение болезни. То есть это, То я есть тоже, это, оказывается, не я знаю, тоже, это оказывается, не лекарство знаю, какое-то, это лекарство? Да, это лекарственное средство, которое есть у нас в стране. Понятно. Следующий Понятно. вопрос. Следующий вопрос. При повышении При температуры повышении тела, температуры тела, какими препаратами какими пользоваться? препаратами пользоваться? Ну вот мы можем и обязаны лечить согласно протоколу, который есть в Кыргызской республике. Если ссылаться на него, то при температуре выше 38, 38,5 необходимо использовать либо это парацетамол 500 мг, до 4 раз в сутки можно использовать, либо это ибуфен. Его можно использовать и детям, начиная с 6 месяцев, с годика, и взрослым можно по 2 таблетки сразу после еды пить. Достаточно эффективное, хорошее средство. Ибуфен, между прочим, по моему мнению, кроме снижения температуры, еще и очень хорошо уменьшает боли в теле, ломоту снимает. Поэтому я думаю, что, возможно, он даже предпочтительнее будет. Кстати, мне кажется, самый распространенный вопрос. Расскажите про Расскажите гепарин. про гепарин. Когда он необходим? Когда он необходим? Да, почему-то в нашей стране буквально за 2-3 недели началась массовая такая гепаринизация. Да. Он стал дефицитным, дорогим. На самом деле гепарин очень хорошее лекарство, но
каждое лекарство имеет ряд своих ограничений, противопоказаний и может приводить к определенным осложнениям. В данном случае гепарин действительно необходим, но он необходим больше пациентам, у которых средняя или тяжелая степень тяжести. А гепарин – это лекарство, которое растворяет тромбы. То есть происходит сгущение крови, из-за чего могут образовываться микротромбы, в том числе и в легких, в головном мозге. Если это происходит в легких, то у людей начинается дыхательная недостаточность, которая проявляется одышкой, нехваткой кислорода. И гепарин помогает растворить эти тромбы и улучшить. Но в то же время гепарин должен назначать врач, и необходимо контролировать свертывающую систему крови, потому что буквально уже неделю, даже две, в Бишкеке на своей практике могу сказать, что очень большое число кровотечений появилось, в том числе носовых, желудочных. Это последствия бесконтрольного приема гепарина. Поэтому я призываю гепарин, если получать, то под контролем. То есть желательно после необходимых анализов, под контролем и по назначению врача. Но у нас есть еще кликсан, тот же самый, надропарин и ноксапарин. Это низкомолекулярные гепарины, более современные, в которых риск кровотечений ниже. Да. Поэтому всем подряд я не советую делать дома особенно гепарин. Это, кажется, альтернатива гепарина, только дороже, да? Это низкомолекулярный гепарин. То есть это гепарин, другой вид, но более современный. И у него риск кровотечения ниже. Также его необходимо применять по назначению врача. Так, отвечаю на вопрос по поводу мер предосторожности дома. В случае, если кто-то из членов семьи болеет пневмонией, да? То есть в настоящее время мы должны подразумевать, что любая пневмония потенциально это коронавирусная пневмония. И поэтому необходимы определенные меры предосторожности. Прежде всего, человек, у которого есть симптомы, должен изолироваться в отдельной комнате по возможности максимально. Выходя из комнаты, должен надевать маску или респиратор. В одной комнате, члены семьи желательно, чтобы тоже носили маски. Комнаты во всем доме, во всей квартире должны регулярно проветриваться. Желательно проводить влажную уборку ежедневную и постоянно пользоваться антисептиками, обрабатывать как руки, так и места совместных соприкосновений. Да? Это ручки могут быть, поручни, предметы какие-то, где прикасается и человек, у которого симптомы, и другие члены семьи. Ну и желательно не находиться одновременно в одной комнате. А лучше вообще самоизоляция должна проходить где-то далеко, да, наверное? А лучше вообще самоизоляция должна проходить где-то далеко, да, наверное? Это очень... Ну, если есть возможность находиться в отдельном помещении, конечно, это намного безопаснее. Понятно. Понятно. Так, следующий вопрос. Как повышать иммунитет у детей? Иммунитет. Так, вопрос по поводу повышения иммунитета. На самом деле иммунитет это очень такой тонкий, нежный механизм, и вмешиваться в него надо очень аккуратно. Можете повторить вопрос? Да, вопрос пожалуйста. По поводу повышения иммунитета у детей. На самом деле к иммунитету надо относиться очень бережно, аккуратно, и нежелательно проводить какие-то агрессивные вмешательства. Но наиболее безопасным, наверное, прежде всего является индивидуальное закаливание, хорошее питание. Ну и в последнее время данные литературы все больше говорят о том, что хороший иммунитет можно поддерживать витаминами. Эти витамины где-то могут быть не доказаны, но в то же время они очень безопасны, и они больше помогут, чем навредят, да?
То есть задача врача прежде всего не навредить. Используя витамины, мы фактически не можем навредить, но, скорее всего, мы можем помочь. В этом плане на первый план последние месяцы выходит витамин D. Его можно использовать как детям, так и взрослым. И считается, что именно при коронавирусной инфекции витамин D может способствовать укреплению иммунитета. Это аквадитрим, по-моему, у нас есть в стране. Его можно использовать. Ну и до этого уже все знают, наверное, это витамин С. Витамин С даже делают внутривенно. Струйно можно делать, не обязательно разводить на физрастворе. Хотя в большинстве случаев в нашей стране его разводят, но его можно безопасно вводить струйно. А если нет возможности струйно, тогда и можно запросто использовать перорально. Есть растворы, которые можно пить. Это Цевикап, допустим, есть у нас на рынке. Его тоже можно использовать в профилактической дозе. И я думаю, что это будет хорошим добавлением к быстрому выздоровлению. Понятно. Понятно. Для восстановления организма что нужно делать? Сейчас все больше пациентов у нас в стране, которые уже после острой фазы, которые переболели, многие, которые выписаны из больницы, которые закончили получать капельницы, уколы, но в то же время они могут отмечать какое-то недомогание, слабость, кашель, и они нуждаются в продолжении восстановления. На самом деле, по данным литературы, восстановление может занимать до 2 и даже до 3 месяцев. То есть это может быть повышенная слабость, утомляемость, снижение работоспособности, также может быть бессонница и другие нарушения. Здесь также мы можем использовать витамины для более быстрого выздоровления. Ну и крайне важна это дыхательная гимнастика, которую пациенты, наши люди могут делать дома. К счастью, на YouTube масса примеров, они все достаточно безопасные и достаточно эффективные. Поэтому я думаю, что сейчас любой человек может посмотреть несколько вариантов дыхательной гимнастики на YouTube, выбрать для себя более подходящую, более безопасную и более комфортную для него, активно делать. Также важно постоянно не лежать, а стараться сидеть, по возможности двигаться, ходить, но нельзя себя перегружать. То есть физическая нагрузка должна быть посильная. Нельзя истощать, потому что можно резко ухудшить свое состояние. И хорошее питание, и хорошее настроение также нужно для быстрого выздоровления. Какие процедуры показаны для восстановления организма? Ну, в общем, восстановление организма, оно должно быть всегда комплексным, да? То есть это режим сна, режим питания, домашний режим, умеренные физические нагрузки. И опять-таки очень важна дыхательная гимнастика. То есть каких-то специальных процедур, я думаю, что нет острой необходимости проводить. Есть специальные, особенные физиопроцедуры, но они уже могут использоваться, применяться у людей, у которых есть осложнения определенные, либо неврологические, либо другие осложнения. А если течение легкое, либо средней тяжести и особых последствий нету, то и специальных процедур каких-то нет необходимости проводить, но режим надо соблюдать. Хорошо питаться, достаточно жидкости пить и постепенно восстанавливаться. Понятно все. Почему необходимо проводить дыхательную гимнастику? Дыхательная гимнастика необходима на самом деле, потому что она позволяет восстановить, где-то раскрывать легкие, где-то снижать нагрузку с воспаленных, с пораженных участков отделов, где-то перераспределяет нагрузку и где-то вовлекает более здоровые отделы в режим работы, то есть начинают работать в газообмене более здоровые верхние отделы, да, при определенной дыхательной гимнастике, и, соответственно, улучшается насыщение крови кислородом. В организм поступает больше кислорода. Ну и плюс восстанавливаются пораженные отделы. Понятно все.
Следующий Следующий вопрос. вопрос. Какова роль Какова роль витамина D витамина D для восстановления для организма? восстановления организма? Витамин D какое-то время был незаслуженно отодвинут куда-то далеко на второй, на задний план, но на самом деле все больше данных о том, что витамин участвует во многих процессах, и нехватка витамина может вызывать достаточно много заболеваний. И есть даже такая теория по поводу коронавируса, что дети болеют меньше, поскольку им где-то иногда периодически капает под язык витамин D, где-то дают попить, где-то специально выводят на прогулку. То есть и они получают больше витамина, поэтому они меньше болеют и быстрее выздоравливают. Я думаю, что так, если не конкретизировать, то витамин D участвует почти во всех, наверное, процессах и регулирует. И нехватка витамина может может утяжелять болезнь, и процесс восстановления будет более длительным. Ну, я для себя вот буквально на днях решил, что несмотря на то, что мы живем в солнечной стране, сейчас лето, что лучше хотя бы в профилактической дозе применять витамин D, поскольку вреда от него не будет, передозировки не будет, а пользу, вероятно, я получу, да? И тот же самый, допустим, аквадитрин можно по 2 капли в день пить, потому что профилактическая суточная доза 1000 единиц, а в 1 капле 500. То есть буквально выпивая каких-то 2 капли витамина, мы можем, вероятно, улучшить свое состояние. При этом опасности никакой нету. Как раз я свой вопрос тоже, наверное, задам. Можно будет, да? У меня У меня маленький маленький ребенок ребенок 4 месяца. Нам врач-педиатр сказала, вообще D3 витамин пока не пить в летнее в время. летнее время. Что вы на это Что скажете? вы на это скажете? Теоретически она права, поскольку страна солнечная, инсоляция достаточно хорошая, много солнечных дней у нас. Но в то же время есть профилактическая доза, которая не может навредить. И поэтому необходимо, ну, можно по массе тела рассчитать при отсутствии противопоказаний. И я думаю, что если принимать даже летом, даже если ребенок здоровый, в профилактической дозе, то вреда не будет. Все. Все. Потому что мнения разделились. Некоторые мне говорят, что нужно круглый год давать, а некоторые говорят, что в летнее время не давать. Ну, россияне, они применяют больше круглый год. В южных регионах, в солнечных странах часто рекомендуют летом не использовать, но я думаю, что, учитывая, что сейчас идет эпидемия коронавируса, лучше принимать. Хорошо, спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Какая доза витамина С эффективна для восстановления организма? Профилактические ежедневные дозы могут быть и 200 миллиграмм в сутки, и 500, но вот наша сегодняшняя тема – это коронавирус. При лечении используется 1-2 тысячи единиц. Также, если мы будем говорить о больных людях, больных с коронавирусной инфекцией, то считается более эффективным струйное введение без разведения в растворе. То есть вот, я и мои знакомые доктора, мои коллеги, мы периодически делаем все внутривенно готовые растворы. Ну, это 1000 миллиграмм в сутки. Хорошо. Тут еще были вопросы у меня в директ, а также от наших зрителей очень много вопросов. Давайте я сейчас вопросы озвучу, которые в директ поступали. Добрый день, у меня муж уже 10-й день как потерял вкус и обоняние. Была слабость, головные боли. С детьми я уехала. Сейчас все нормально. Но сколько еще лучше изолироваться от него? Так, ну начну с обоняния. Обоняние, я уверен, на 99%, что оно восстановится. Обычно восстановление от 10 до 30 дней, но в среднем где-то 2 недели. Воссоединиться могут они, больной считается незаразным, или если он сдал дважды тест ПЦР отрицательный, что сейчас мало реально, либо через 14 дней после выздоровления. То есть, если у него прошли все симптомы, но обоняние, допустим, не вернулось,
И вот с этого момента, через 2 недели, он считается незаразным, и он может уже находиться вместе с родными. Мгм. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Я мама двух девочек. 4 недели назад 4 недели назад мы переболели. Были симптомы Были ковида. симптомы ковида. Сейчас у детей им по 13, им по и 13 и 16 лет. 16 лет. Поднялась Поднялась температура, тело ломит, тело ломит, и вода и с вода носа. с носа. Детей отпаиваю Детей и даю отпаиваю и орбитол, даю орбитол, аскорбинку. аскорбинку. Что нужно еще Что нужно добавить к еще лечению? добавить к лечению? Дети, как правило, к счастью, переносят почти все в легкой форме. Касательно орбидола, его эффективность не считается доказанной, поэтому я не могу сказать, его надо применять или нет, как бы они сами начали. Пожалуйста, громче. Пожалуйста, громче чуть-чуть. Хорошо. А касательно того, что есть выделение из носа, они могут промывать нос теплым физраствором, скорее всего, через 2-3 дня нос восстановится, откроется. А остальное лечение должно быть в зависимости от симптомов. Если вот сейчас есть сильная ломота в теле, они могут использовать тот же самый ибуфен. Ну, они взрослые, поэтому могут ибуфен ультра использовать 200 либо 400 миллиграмм после еды. Обильное питье, режим домашний, хорошее питание, ну и при температуре высокой парацетамол, либо ибуфен. Я думаю, что дети достаточно быстро восстановятся. Антибиотики пока нет необходимости. Так, следующий вопрос. Что нужно пить, чтобы уменьшить боли в груди? 20 дней переболела ковид, антибиотики получила, температуры нет, но боль в груди присутствует. Действительно, очень часто как остаточное явление остается боль в груди после перенесенного ковида. Я думаю, что прежде всего необходима дыхательная гимнастика регулярная, возможно, даже 2 раза в день. Периодически можно спать на животе, можно подробно посмотреть в интернете, называется пронпозиция. И если нет противопоказаний, то может принимать какое-то время антиагреганты, в том числе тромбопол 75 мг по таблетке вечером. То есть я думаю, что пока надо остановиться на режиме, на гимнастике и на тромбополе. Спасибо за ответы. Давайте будем читать вопросы от наших зрителей. Вам сообщения видны или нет? Нет, вы лучше зачитывайте. Хорошо. Так, здравствуйте. Врач нам запретил принимать D3. Родничок маленький сказал. Сейчас ребенка 7 месяцев. Можно ли давать D3, постоянно голова потеет? Я думаю, что если ссылаться на инструкцию, то в 7 месяцев по 1 капле могут они принимать. Ну и кроме витамина, естественно, на солнце могут находиться. Если ссылаться на инструкцию, то противопоказаний таких нету. По идее, они могут принимать. Но в любом случае, окончательно желательно проконсультироваться с педиатром, чтобы не навредить ребенку. Так, следующий вопрос. Есть ли разница между тромбополом и тромбаз? Ну, как бы, если ссылаться на активную молекулу, у них может быть активная молекула одна, это ацетилсалициловая кислота. В то же время, я думаю, что у тромбопола, я точные цены не знаю, но, вероятно, тромбопол может быть дешевле. Следующий вопрос. Температуры нет, но не чувствую запаха вкуса. Уже как 2 недели. Что делать? Прежде всего не беспокоиться, обоняние, скорее всего, достаточно скоро вернется. Если нос дышит, то все хорошо. Если есть проблемы с носовым дыханием, тогда надо его восстанавливать.
Ну, я думаю, что и так вернется. Мгм. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. При При пневмонии пневмонии кликсан эффективнее или ксарелта? ксарелта? Они относятся, и первый препарат, и второй, к антикоагулянтам. Кликсан – это раствор, который в виде, он продается уже в шприце и вводится подкожно, да? То есть делается укол. Ксарелта – это таблетки. Поэтому в мире вне больниц уколы почти не назначают. Они создают таблетки. То есть, если бы это было в другой стране, то дома кликсан бы не разрешили, а назначили бы ксарелта. В острой фазе, возможно, и кликсан более надежнее, более эффективнее. Если это уже стадия восстановления, либо легкая степень, наверное, ксарелта будет достаточно. Они из одной группы, в принципе. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Калидан. Во сколько капель давать в профилактических целях? 4 месяца 4 месяца ребенку и 3 года. и 3 года. И еще взрослым можно калидан. И по сколько капель? Честно говоря, это торговое название какого-то препарата, и за него я не могу поручиться. В этом случае лучше знать, какое активное вещество там, ну и согласно инструкции они могут применять. Моему сыну 10 лет. У него слабость и понос. Что делать? Необходимо частое дробное питание, но учитывая, что диарея, тогда нужен или раствор рингера, или ригивит, или ригидрон, да, что-то, солевые растворы определенные, чтобы не допустить обезвоживания. Лопирамид, если нет противопоказаний. Ну и 10 лет это ребенок, у них состояние может ухудшаться очень быстро, поэтому все-таки крайне желательно наблюдение у педиатра. Детки, за ними лучше присматривать активно. Мои дети переболели, а я нет. Живем сейчас отдельно. Могу ли я с ними сейчас уже повидаться? Если у детей был контакт с больным коронавирусной инфекцией, то они могут быть переносчиком. Поэтому стопроцентной такой защиты, наверное, у мамы нету. То есть действительно есть риск того, что она может заразиться. У детей сложно сказать, у них, возможно, протекало бессимптомно, возможно, они просто носители сейчас. Однозначно нельзя сказать, но риск есть. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Назначили препарат Калетра при беременности 32 недели в беременности. Нахожусь в Москве. Калетра – это противовирусный препарат, который используется во многих протоколах. В протоколах Кыргызстана противовирусных препаратов нету, так как их эффективность считается недоказанной, и все противовирусные применяются в рамках эксперимента, да, исследования. Поэтому в Кыргызстане мы не используем это лекарство сейчас, и я не могу ей однозначно ответить. Но эффективность точно не доказана ни в одной стране мира Калетра. Следующий вопрос. Ксарелта можно заменять с тромбополом? Ну вот в протоколах России их совмещают зачастую, потому что они из разных групп. Все зависит от тяжести состояния, да, и от течения болезни. Теоретически, я думаю, что их можно в комплексе применять. В профилактических дозах. Следующий вопрос. После гриппа папа совсем плохо слышит. Можно ли восстановить? Калиданом витамин D3. Ну, с помощью этих, видимо, лекарств. Именно этими препаратами я не могу однозначно сказать, поскольку мы знаем, что все нервы восстанавливаются плохо. Слуховой нерв – это тоже нерв. И наиболее эффективное лечение в течение первых 7-10 дней. Через 30 дней считается, что уже восстановление невозможно. В данном случае, я думаю, что необходимо прежде всего консультация сурдолога, сделать аудиограмму и в зависимости от сроков получать какое-то лечение.
чтобы потом не получилось, что они принимали витамин и эффекта не было. Поэтому я так постарался разъяснить. Все нервы восстанавливаются, к сожалению, очень медленно и сложно. Так, вопрос. Маме 64 года, слабость, температура 37,6. Какие противовирусные препараты можно принимать и нужно ли? Эффективность противовирусных, опять-таки, я повторюсь, она не доказана. Лечение должно быть симптоматическое, но 64 года – это фактор риска, поскольку она старше 60 лет. Поэтому, если состояние не ухудшается и количество симптомов не увеличивается, если мама достаточно активная, она может получать симптоматическое лечение. Опять-таки, антиагрегантную терапию, так как, например, тромбопол, если нет противопоказаний, обильное питье, режим. Если будет отмечаться ухудшение состояния, тогда лучше показаться врачу. Это можно сделать в дневном стационаре, в ночном стационаре, либо если резкое ухудшение идет, тогда скорую вызвать. Понятно. Так, следующий вопрос. Вы же на крымском не понимаете, да? Ну, вы переведите лучше. Я переведу, хорошо. Если кормишь ребенка, можно ли пить цефтириаксон? Или это укол, да? Цефтриаксон – это антибиотик, цефалоспорин, который делается в уколах, и он должен проводиться по показанию врачей и по показаниям, по назначению врача. А при грудном вскармливании можно, да? Вообще? Всегда рассматривается риск мамы и риск ребенка, да? Ну, если есть риск для здоровья мамы, тогда назначаются антибиотики и решается вопрос о кормлении. То есть однозначно так нельзя, это надо индивидуально в зависимости от состояния мамы рассматривать. Следующий вопрос. Я раньше пила тромбаз через день. А сейчас из-за ковида нужно пить ежедневно? Или как и раньше, через день? В данном случае в профилактической дозе ацетилсалициловую кислоту она может принимать каждый день, если у нее нет проблем каких-то, с желудком не возникает, если нет кровотечений, то в дозе 75 или 150 миллиграмм она может принимать. Каждый день, да? Каждый день, да? Да. У меня заложенность носа и потею очень часто. Это могут быть проявления легкой степени коронавирусной инфекции, в зависимости от того, сколько дней это все длится. Если это длится месяц, то, скорее всего, это не коронавирус. Если же это несколько дней, то, вероятно, добавятся еще какие-то симптомы. Но вот на данной стадии обильное питье должно быть, потому что жарко, плюс еще через пот человек жидкость теряет. Жидкости надо добавить. И, наверное, если нет противопоказаний, то уже лучше принимать тот же самый тромбопол и домашний режим. Можете рассказать про тяжелую форму ковида? Тяжелая форма коронавирусной инфекции – это когда температура более 5 или 7 дней, которая плохо сбивается парацетамолом. Если имеются признаки нарастающей одышки, кашель усиливается, и если сатурация снижается ниже 93%, тогда это степень уже частота дыхания, если высокая, если больше 30, и сатурация менее 93, тогда уже можно рассматривать как тяжелую степень. И необходима консультация врача и, вероятно, госпитализация в стационар. Так. Сейчас вопросов много, просто я не успела прочесть, поэтому перелистаю. Вперед. Так. А можно пить скорлупку?
Если нет противопоказаний, пожалуйста, я думаю, что вреда она навряд ли какого-то принесет. Они могут принимать. Через сколько после заболевания COVID можно планировать беременность? Я думаю, что мое мнение, что планировать беременность можно при удовлетворительном, хорошем состоянии будущей мамы. То есть, если нет выраженной слабости, нет каких-то симптомов, но перед планированием в любом случае обязательно проконсультироваться необходимо с гинекологом. А именно таких точных данных я не встречал. Но я думаю, пока есть слабость, какие-то симптомы, навряд ли безопасно планировать беременность. Я думаю, что лучше восстановить организм. Какие витамины можно давать трехмесячному ребенку? 3 месяца, насколько я помню, согласно инструкции, витамины особо не назначают. Могут назначать маме, потому что до 6 месяцев, как правило, это кормление грудью. И необходимые витамины ребенок может получать с молоком. И плюс на таком... Если же есть признаки рахита, тогда витамин D по инструкции можно применять тот же самый аквадитрин. Но я думаю, что перед любым применением лучше еще раз просмотреть инструкцию. Тут спрашивают, как вообще питаться? Есть мясо, тесто, молоко? Питание должно быть сбалансированным, чтобы было необходимое количество углеводов, жиров. Ну и белок обязательно тоже нужен. То есть такого нету, что необходимо что-то одно. Хорошее сбалансированное питание. Так, следующий вопрос. Что вы думаете насчет бифероновых и гемфероновых свеч? Ну, опять-таки, то, что вы указали, это противовирусные препараты. Да, их используют, их назначают, но если опираться на доказательную медицину и на исследования, то их эффективность не доказана. Вполне возможно, что это пустая трата денег. Следующий вопрос. Добрый день. Переболела пневмонией, назначили антибиотики. После окончания лечения начались боли в районе печени и в почках. Как можно восстановиться после лечения пневмонии? Заранее спасибо. Действительно, активное применение антибиотиков может приводить к снижению работы печени. Может быть даже развитие токсического гепатита. В этом плане наши доктора, этого нету в рекомендациях, возможно, но если следовать логике, то можно использовать гепатопротекторы. У нас наталарон, по-моему, есть, да, в Кыргызстане. Но есть другие гепатопротекторы, которые она может использовать. Я думаю, что прежде всего желательно в данном случае сделать УЗИ печени, желчного пузыря, сдать печеночные тесты. Если есть изменения, тогда уже получать соответствующую терапию. Но я думаю, что гепатопротектор, скорее всего, ей доктор назначит тот же самый наталарон. Как долго длится затяжная форма ковида? Болезнь новая, и таких отдаленных результатов особо нету. Есть данные из Китая, с Италии, но восстановление до 2-3 месяцев может длиться. Тут вопрос на кыргызском, давайте переведу. Почему из носа кровь течет? Моему сыну 8 лет, в день 3 раза кровотечение. Что можно делать? У детей часто бывает носовое кровотечение. К счастью, это не относится к коронавирусной инфекции, я так подразумеваю. Есть зоны в носу, зона Кисельбаха, где сосуды расположены очень близко к поверхности. И там очень густая сосудистая сеть. Получается, что если слизистая где-то подсыхает за счет аллергии, либо за счет, вот у нас сухой жаркий климат, либо травма носа, либо ребенок пальцем задел,
то очень высокая вероятность, что оттуда пойдет кровь. Но также бывают более грозные болезни, такие как тромбоцитопеническая пурпура, гематологические болезни. И поэтому, если кровотечения частые, то желательно прежде всего сдать общий анализ крови, посоветоваться с гематологом. А если кровотечение не останавливается длительное время, тогда всегда можно поехать, обратиться к лор-врачу. В Бишкеке, например, есть 2 экстренные службы, взрослая и детская. Детский лор-врач круглосуточно принимает в третьей детской болезни. Если они не могут остановить кровотечение, они в любое время, днем и ночью, могут поехать и для осмотра лор-врача, и при необходимости он остановит кровотечение. Можно носить защитный щит для лица без маски? Ну, если мы будем следовать рекомендациям того же ВОЗ, то на улице защитные средства особо не нужны, особенно здоровым. В помещении, если подразумевается контакт, я думаю, что защитный щит они могут носить. Хотя, в принципе, достаточно считается, что социальная дистанция 1,5-2 метра и маски. То есть, поэтому, как правило, щиты не используются. Поскольку просто нет необходимости для простых людей. Вопросов очень много, поэтому вы не устали? Я нет, а вы? Нет. Ну, у нас есть еще минут. Я просто озвучиваю вопросы. Мы можем еще минут 10 ответить на самые актуальные вопросы и закруглиться тогда. Хорошо, Исула? Хорошо. Следующий вопрос тогда озвучиваю. Что делать, если беременная женщина заболеет коронавирусом? Это не опасно для ребенка. Однозначно сказать, насколько большая опасность, сейчас невозможно, поскольку просто нет практического опыта в мире, да? Не все беременные, которые заболели, еще успели родить, поэтому мы не можем сказать. Но в плане ведения беременных в Кыргызстане есть протокол по лечению, и я думаю, что беременная женщина, как правило, состоит на учете у гинеколога, и совместно с гинекологом симптоматическое лечение она может получать. Следующий вопрос. 3 недели назад я переболела как грипп. Сейчас состояние лучше. Но кашель не проходит. Что мне делать? Остаточный кашель может действительно быть. Если сатурация хорошая, если в целом состояние улучшилось, и человек может сам садиться, вставать, ходить, то в данном случае дыхательная гимнастика, хорошее питание, умеренная физическая нагрузка с постепенным увеличением, и дальше необходимо наблюдать. Я думаю, что позже кашель уменьшится. Так, вопрос. Здравствуйте, родители принимают кардиомагнил 75 мг. Нужно ли увеличить дозировку при болезни? Или нужно заменить на тромбаз? Оба препарата, они из одной группы. Я думаю, что если они идут на одном препарате, они могут его оставить. Я не вижу смысла менять. По поводу увеличения дозы, если они всю жизнь применяли 75 мг, то они могут увеличить до 150, если не бывает кровотечений никаких, например, носовых. Ну и плюс количество жидкости должно быть всегда большое. Сами эти препараты без жидкости мало работают. Надо пить побольше. Так, здравствуйте. Курильщикам вирус страшно? Кстати, это интересный вопрос, потому что наши коллеги из Европы пишут, что курильщики легче переносят. Да. Это ни в коем случае не пропаганда курения, но появляются такие данные, что курильщики переносят в более легкой форме. Возможно, их легкие реагируют немножко по-другому на коронавирус. Но если вы не курите, не надо начинать. Так.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я внезапно потеряла обоняние. Через 2 недели Через 2 недели запах вернулся. вернулся. Это можно считать, Это можно считать, что я переболела ковидом? Если это единственный симптом, то точно сказать нельзя. Для уточнения, я думаю, что это девушка, вероятно, она может сдать анализы на антитела. То есть так она хоть какую-то информацию дополнительно получит. Но редко бывает только потеря обоняния. Следующий вопрос. У ребенка 6 лет температура 37. Какие противовирусные можно принимать? Ребенок контактировал с ковидно-больным. Ну, опять-таки, если лечить согласно протоколам, то противовирусные там препаратов нету. Лечение чисто симптоматическое, обильное питье и при повышении температуры выше 38-38,5 ибуфен. Я думаю, что через пару дней температура спадет. Дети переболели этим вирусом уже как месяц назад. Сдали анализы, показания отрицательные. Они сейчас не заразные? Если прошел месяц, то на 99% они не заразные. По поводу анализа, да, действительно, у некоторых людей, даже перенесших коронавирус, анализы остаются отрицательными. Но я думаю, что они не заразные уже. Как восстановить вкусное обоняние? Само собой, да, восстановится? Просто нужно время. Вкус зависит от обоняния, да. Когда восстановится обоняние, появится вкус. Ну, как правило, это может теоретически до 1 месяца затягиваться. Ну, как правило, максимум 2-3 недели. Так, следующий вопрос. Как влияет алкоголь на данный вирус? Прямых данных нету. То есть лично я не сталкивался с такими пациентами, но вероятно, что алкоголь может утяжелять состояние, поскольку после приема алкоголя через определенное время кровь сгущается, что плохо влияет на течение. Плюс идет нагрузка на печень, да? Поэтому я думаю, что в наше время и в этой ситуации с эпидемией это крайне опасно для жизни даже. Я бы не рекомендовал. Тут вопрос про аллергию, что не проходит. Что делать? Тут надо подумать, это аллергический ринит в виде насморка, чихания, либо в виде дерматита, высыпаний на коже. Ну, в любом случае, я думаю, что надо начать с антигистаминных препаратов, типа лоротидин, цетиризин, и по возможности затем уже консультироваться с аллергологом. Ну, прежде всего, с обильного питья и с антигистаминных препаратов можно начать. Тут спрашивают ваше мнение по поводу новых рекомендаций про СИС. Что можно просто в медхалате работать в красной зоне. Что вы скажете насчет этого? Давайте, это будет, наверное, мой последний ответ, Тайсулу, да? Хорошо. Заключительный на сегодня. Я действительно только вчера сам прочитал про это. Официальных данных я не слышал. Но теоретически я думаю, что вполне возможно, потому что я сам думал над этим. В тех СИС, которых работают в настоящее время, тело врача очень сильно перегружается, потому что, прежде всего, потеет, теряет жидкость, не дышит. Во-вторых, многие наши доктора простывают после того, как снимают костюм. Начинает болеть. Сейчас жарко, и поэтому, наверное, наши эпидемиологи в скором времени дадут официальный ответ, если они разрешат врачам работать в красной зоне в более легких формах, то есть это будет щиток, одежда, халат с длинным рукавом. И если они разрешат, то с удовольствием наши доктора будут так работать. Да. Действительно, бедные прям. Так потеют в такую жару. Мне кажется, очень тяжело им работать. Это очень большая нагрузка на организм на самом деле. Да. Тут уже ваши пациенты подключились. Здравствуйте.
Все, да? Все, да? Можно последний вопрос? Можно последний про вопрос маленького про ребенка? маленького ребенка? Хорошо, давайте. Только что написала. Моему Моему ребенку 3 ребенку месяца. 3 месяца. Голова сильно Голова болит. сильно болит. Горло. Горло. Кашель. Кашель. А вчера была А температура. вчера была температура. Это может быть Это COVID? может быть COVID? Боюсь за Машу. Боюсь за Машу. Теоретически это может быть коронавирусная инфекция, но симптомов очень много. У детей болезни часто прогрессируют очень быстро, да, за несколько часов. Я думаю, что в данном случае все-таки необходим осмотр педиатра для безопасности здоровья этого ребенка, чтобы не ухудшить состояние. Она имела в виду, Она имела в виду, что это у нее симптомы. такие симптомы. И она боится за своего малыша. В данном случае по протоколам она может продолжать кормить, но в маске. Ну и, соответственно, следить за состоянием. Считается, что достаточно безопасно для ребенка. Ну все, тогда не будем задерживать вас. Спасибо большое за эфир. Было очень информативно, интересно. Надеюсь, наши зрители получили ответы на свои вопросы. Да, я надеюсь, что мы помогли нашим и вашим зрителям лучше сориентироваться. Спасибо вам огромное, Су. Спасибо вам тоже. Берегите все себя. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем пока. Всем пока.